Проверить все договоры с подрядчиками, посмотреть, насколько они отстают от графика. Такую работу нужно провести юристам правительства, администрации главы республики и прокуратуры на всех стройплощадках республики. За каждый просроченный день по указанию главы нужно применять в отношении стройфирм штрафные санкции. Эти меры, по мнению главы Ингушетии, заставят более ответственно подходить руководителей строительных фирм к установленным срокам строительства. По каждому просроченному дню с прошлого года и сколько штрафных пений. А там довольно серьезные штрафы. Это посчитать. В том числе, товарищ, там, колледж, детские садики, не только здесь объекты, вообще все объекты, которые просрочены. И представитель правительства и вице-премьер понимаете, да, о чем говорю? Я эти вопросы не повторял. Проверочные мероприятия тщательным образом, по его мнению, необходимо провести и на других стройплощадках. Выявление недобросовестных компаний, строящих одновременно несколько объектов и не успевающих сдавать их в эксплуатацию в установленные сроки, займется специальная межведомственная комиссия. Я предупреждаю просто всех у вас и председателей, всех предупреждаю. Министр строительства особенно. Под страхом увольнения. Не вздумайте мне больше кому-либо по 2 объекта или по 3 объекта, а некоторые у нас по 5 объектов имеют. В наглую затягивают это все, срывают все сроки и при этом все равно ходят, говорят, что все нормально, не волнуйтесь, не справимся. Так не бывает. Все должны работать, выполнять одну задачу. Справился, все, свободен. Не справился, получи по голове. Вот так должно быть все. Кроме того, он поручил разобраться в причинах возникновения проблем с перечислением средств подрядчикам генподрядчиками для своевременной выплаты заработной платы рабочим. Направить сюда с Минстроя бухгалтера по каждой стройке обойти и проверить, как выплачивать зарплату рабочим. Если просто там дают деньги, это неправильно. Каждый рабочий должен расписаться в ведомости, их, свои внутренние ведомости. Потому что рабочие получили зарплату с росписями, должны лежать. Вы должны рабочих проверить. Выборочно, не выборочно. До 20 августа полностью по зарплате разобраться. Товарищ Сечоеву, Целоеву и все возглавить эту группу. Я понял, да? Возглавить. Заберите там 2-3 бухгалтеров и начните работать. Напомним, что в Малгобекском районе реализуется второй заключительный этап переселения семей из оползневой зоны. На некоторых объектах еще ведутся электромонтажные и отделочные работы. Власти Ингушетии планировали к 1 сентября сдать в эксплуатацию 26 домов для переселения семей из оползневой зоны. Отставание от графика наблюдается по 6 из них. Хава Султыгова, Новости 24.